В эти дни наша страна отмечает День печати, День российской печати. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И директор Департамента информации и печати Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ламберт Музуров. Машу Ламберт. И сразу, переходя к нашему разговору, примите от меня и от нашей телерадиокомпании поздравления с Днем российской печати. Спасибо большое, очень приятно. У вас есть возможность в начале нашего разговора поздравить коллег. Прошу, если хотите. Спасибо. В первую очередь хочу поблагодарить вас, этот замечательный телеканал, который пригласил в эту замечательную инновационную студию. На самом деле это прорыв для чеченской журналистики в российском сегменте, можно сказать. Поэтому очень приятно лично здесь присутствовать. И как раз в этот прекрасный праздник я поздравляю всех наших коллег, всех тех, кто своим умом, своим патриотизмом трудится на благо всей нашей страны и нашей республики в целом. Так что с праздником! Присоединяюсь ко всем вашим словам поздравления и переходим к нашему разговору. И мой первый вопрос. День российской печати. Традиции и современность. На эту тему. Смотрите, как мы уже говорили, 13 января отмечается День российской печати. И тут я хочу у вас спросить, считается ли этот день профессиональным праздником журналистов? Есть такое мнение. А что вы думаете? Я, конечно, соглашусь, но помимо этого праздника у журналистов есть огромное количество других праздников. Так что это и Всемирный день телевидения, и Всемирный день радио, и День телевидения, День радио. Одним словом, все эти праздники, они объединяют всех журналистов вот в таком прекрасном едином порыве. Такие вот моменты. То есть это праздник всех журналистов? Праздник всех журналистов. И всех причастных? И всех причастных. Вот буквально перед тем, как прийти в вашу студию, Ломали, мы сейчас в министерстве как раз провели мероприятие, наградили отличившихся журналистов, пишущих, поздравили всех, министр поздравил, вот как раз с корабля на бал. Хорошо, актуальность печатных СМИ в цифровую эпоху. Тогда хочу вас спросить об этом. Насколько актуален День российской печати в эпоху интернета? Отличный вопрос. Как раз его очень часто задают, потому что сейчас 21 век, все в цифровом формате, но однако же надо сказать, что печатники все равно свое место держат. Без газет, без журналов мы бы, наверное, не ощущали этот дух, исторический дух. Вообще, откуда все началось? 1703 год, Петр I, как раз благодаря ему издается первая газета «Ведомости», которая, конечно же, положила начало и всей этой печатной профессиональности. Поэтому мы не можем отодвигать на второй план наших печатников из-за того, что развивается интернет. То есть мы идем со временем, в ногу со временем. Развивается и интернет, развивается и искусственный интеллект, но тем не менее газета, журналы остаются актуальными, их читают, они нам нужны. Это наша история, которую мы должны беречь для будущих наших поколений. Возвращаясь к нам домой, чеченская журналистика, настоящее и будущее. Что происходит сегодня с чеченской журналистикой? Каково состояние чеченской прессы, включая периодическую печать? А если я так спрошу? Все нормально, спрашивайте, я у вас в гостях. Чеченская журналистика, к счастью, благодаря всесторонней поддержке и всестороннему вниманию главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, и под руководством министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Махмудовича Дудаева, мы развиваемся с каждым днем, с каждым часом. Используем все возможные инструменты. Сейчас используется искусственный интеллект повсеместно. Это развивается. Но тем не менее мы умудряемся развивать и эту сторону, и телевидение, и радио, и интернет-издания. То есть мы
охватываем все. Научились бороться с дезинформацией, продолжаем работать в этом направлении, только набираем обороты. Вы, как директор департамента, как вы сами оцениваете работу прессы Чеченской Республики? На все 100, а то и больше процентов, потому что расслабляться нам некогда. Против нас, вообще против России, а в частности именно Чеченской Республики, работают недоброжелатели, недруги, которые постоянно вбрасывают фейковые такие новости, с которыми мы должны, конечно, бороться. И мы боремся, доносим до наших зрителей, слушателей, читателей достоверную, правдивую информацию из первых уст. Поэтому в этом плане мы отрабатываем. Расслабляться нам не дает наше руководство, потому что всегда поддерживает во всех начинаниях. Вот, и вся эта работа, конечно же, у нас проводится на самом высоком уровне. Хорошо, я перефразирую свой вопрос. Роль печатных изданий в регионах. Вот какое значение имеет бумажная пресса для региона? Что значит газета для республики? Вот так поставлю вопрос. Это история. История для нашего региона. Могу привести пример. Прошу. У нас есть газета, республиканская газета «Даймохк». Это единственная газета на чеченском языке вообще в мире. И издается она с 1923 года. История. История. Мы должны ее беречь. Должны. И таких газет у нас 14 районных газет. Вот, и у них есть у каждого своя история. Какая-то газета во времена Великой Отечественной войны была запущена, какая-то чуть позже. Вот это история, которую мы должны сохранять и дальше передавать. Как говорится, написанное пером не вырубить топором, поэтому газеты, они должны быть. Хотя есть мнение некоторых людей, которые говорят, что не, газеты не читают или журналы не читают. Нет, читают. Есть любители, есть востребованность почитатели. Есть. Бумажной прессы. Конечно. Поэтому в нашей республике действуют и муниципальные, районные газеты, и наши республиканские. Это «Вести республики», «Даймохк», «Зори ислама» и «Наша школа». Вот эти газеты справляются со своей задачей и работают прямо отменно. Если говорить об истории, а что изменилась газета за прошедшие годы? А что, несмотря на все технологические реформы, осталось неизменным в нашей прессе? Ну, как я ранее говорил, наши СМИ идут в ногу со временем. То есть, если мы... Но время имеет привычку меняться. Время меняется, несомненно, но меняемся и мы. То есть мы подстраиваемся. У каждого, ну, я буду приводить примеры, чтобы зрителям и вам было более понятно. Например, газета, если она печатается в таком бумажном виде, эта газета имеет и свои социальные сети. То есть перешли и на интернет читателей, перешли на тех, кто сейчас все в телефоне. То есть можно открыть телефон, почитать газету, кому удобно. Кто-то может развернуть и у телевизора почитать. Вот эта вот система, когда мы подстраиваемся под какие-то изменения, происходящие вообще в мире, оно, конечно же, нам дает развитие. Что изменилось и что осталось? Остались газеты, которые мы продолжаем печатать и которые, да, будут еще дальше печататься. Такой немножко отойду, наверное, от такого официоза. Остался запах печати, газеты. Вот. Вот. Может, это и есть самое то, что нужно? Конечно. Читатель, я, например, признаюсь честно, я не люблю читать ни в телефоне, ни в компьютере. Я люблю читать, чувствовать этот запах. То есть ты листаешь, читаешь, смотришь. Это какое-то свое... Шелест газеты, да, краска, типография, да, конечно, чувствуется. Конечно. Это совсем другое, чем с телефона, с компьютера. И тем более, это же, я почему сказал история. Каждая газета – это история, которую ты не исправишь.
То есть ты напечатал, все, что напечатано, останется. В интернете можно текст заменить, изменить, исправить и так далее. А газеты, они, то есть, либо тебе нужно будет порвать эту газету, но все-таки тираж большой, остается где-то. Поэтому труд печатников, на самом деле, надо признать, очень, очень сложный. То есть живую газету ничто не заменит. Ничто. Ну, не заменит в каком смысле? Можно, конечно, заменить электронный, но вот это вот живой вкус, газеты. да, вкус живой газеты, ощущение, вот это вот получение каких-то эмоций все равно не заменит, да. Хорошо. А сколько, на ваш взгляд, в нашей области людей, связанных с журналистикой, точнее, с выпуском средств массовой информации на сегодняшний день в республике? Ну, на сегодняшний день сотрудников, которые работают в сфере СМИ, свыше 1000 человек. Ну, 1200 почти. У нас в регионе. У нас в республике. Это да. много, мало, достаточно? Ну, для нашего региона это достаточно. Однако же у нас есть и вакантные места, куда мы и приглашаем молодых специалистов, молодых журналистов, кто хотел бы себя попробовать в роли пишущего, в роли ведущего. Поэтому в этом плане, то есть нормальная цифра для нашего. Для журналиста, для журналистики Чеченской Республики, что главное в первую очередь? Талант или образование? Я бы не стал делить и талант, и образование, это должно быть все вместе. Все вместе? Все вместе, потому что если у меня есть талант, но нет образования, ну что я буду с ошибками писать газету? Или если у меня есть образование, но нет таланта, образование есть, а как этим воспользоваться? Диплом есть, а таланта нет. Вот. То есть оно все взаимосвязано. Но приятно то, что наши молодые ребята, которые приходят, они горят. Им интересно, они получают большой опыт. И ребята, ну, девушки, парни, которые начинают свой путь именно в СМИ, они по карьерной лестнице очень быстро поднимаются. Перспектива есть? Есть, очень большая. Потому что, как приводит в пример наш министр Ахмед Махмудович, не в обиду другим каким-то министерствам, направлениям. Ни в коем случае, ни в коем случае. Есть определенные направления, в которых люди работают. Например, экономисты. Вот они постоянно работают с цифрами, экономикой и так далее. Есть строители, которые занимаются тем или иным направлением. А журналист, сегодня он в экономике должен разобраться. Завтра он может что-то снимать про строительство, послезавтра еще. То есть вот эта вот обширность и поглощение информации делает человека намного профессиональнее во всех сферах, не только в своей. Журналист должен разбираться хотя бы на йоту в любом направлении. Конечно, конечно. А иначе какой журналист? Он должен везде и в огонь, и в воду, и в медные трубы. О чем, по-вашему, Ламберт, по вашему мнению, людям интересно читать сегодня? Каков информационный запрос общества чеченского? Опять же спрашиваю как директора департамента. Запрос в основном, ну это нужно статистику проводить, а если говорить как бы в общем, давайте. В общем, про развитие республики, про какие-то новые проекты, про строительство, про возможности для молодых специалистов. Хорошо, я добавлю к вопросу. Такая тема, да. Еще один вопрос. Исходя из современных вызовов, какова роль региональных СМИ на сегодня, и в чем должно заключаться их значение на современном этапе? Вот так добавлю. Вообще роль наших СМИ, да. Я бы сказал, что она колоссальная. Я ранее упомянул, что против нас действуют определенные силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку или вкинуть дезинформацию, чтобы ввести людей в заблуждение. Наша задача как журналистов заключается в том, чтобы до слушателей, до зрителей, которые сейчас нас слышат и видят, слышали, видели объективную информацию. Мы доносим до них правду и ту картину, которая на самом деле здесь существует.
Я приведу, опять же, пример. Есть, бывают такие случаи и со мной, и с теми, кто принимает гостей, журналисты или какие-то гости, блогеры, без разницы, когда приезжают в Чеченскую Республику, ну это чуть ранее, у них бывают стереотипы. То есть какая здесь валюта ходит, что здесь вообще, когда они пытались, точнее думали приехать в Чеченскую Республику, у них представление было, что разрушенный город, что здесь везде с автоматами и так далее, там подобное. То есть сейчас не буду вдаваться в подробности. До сих пор одни развалины. Вот. Когда они приезжают, они видят совсем другую картину. И мы пытаемся донести до наших гостей, до читателей, до слушателей. И, кстати, за нашими СМИ наблюдают не только жители Чеченской Республики. Мы это вещаем по всему миру, и в «Спутник», и в интернете. Они видят ту картину, которая у нас есть. Благодаря нашему руководству, благодаря всем усилиям, которые прикладывают. И вот это самое главное, когда журналист рассказывает своему слушателю, читателю то, что есть на самом деле. Без всяких фейков, каких-то завуалированных каких-то вбросов и так далее, пытаясь ввести наше население в заблуждение. Назовите, скажу так, назовите топ-3 наиболее актуальных формата размещения информации в регионе. Топ-3, я не буду сейчас, кто на первом, кто на втором. Не, просто топ-3. Но это социальные сети, это сейчас, в наше время, это самое такое актуальное. У всех телефоны, и вся информация, все новости, все в телефонах. Дальше телевидение, ну и радио, печатные издания. Это топ-3 формата. Топ-3 формата. И они у нас есть. Социальные, конечно, у нас есть все, я же поэтому говорю. Мы работаем. Я хочу, чтобы вы еще раз подтвердили. Мы работаем, как вы сказали, нас много людей смотрят. Да, и не только в республике. Да, мы работаем на опережение. То есть мы не должны отставать, мы должны быть впереди. Вот инновационная студия, самая первая появилась у вас. Люди приезжают. Приезжают, смотрят. Вот в этом же смысле у нас развитие социальных сетей, огромное количество подписчиков. Мы сейчас работаем над изучением, внедрением искусственного интеллекта. Он же и так внедряется и на телевидении, и в интернете. Поэтому работаем по всем направлениям. Что не хватает чеченской журналистике? Это сложный вопрос. Что не хватает? Да, я думаю, все хватает. Нам всего достаточно, мы работаем. Мы вместе с вами работаем, и нам всего достаточно, насколько я знаю. Но бывают такие моменты, когда хочется еще больше вкладываться. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь для республики, для своего народа, который пережил ужасные времена. Мы становимся, сейчас уже стоим, и нам, как бы это ни звучало, завидуют. Зависть — это, конечно, плохо, но, тем не менее, мы развиваемся. И вот этот вот патриотизм, стержень, который держит наших журналистов, он, конечно, дает нам и силу, и энергии, чтобы продолжать дальше. А чего не хватает? Я не знаю, может, людям где-то денег не хватает. Но это везде. Счастья, может, не хватает. Но это у всех и везде. Конечно, это везде, да. Не только у меня, у вас, у кого-то. Всегда чего-то не хватает. А если в общем говорить уже профессионально, все достаточно. Как я отметил, руководство региона прям прикладывает все усилия, чтобы мы выполняли свою работу на благо нашей республики и страны в целом. Согласен. И согласен тем, что мы с вами еще не раз встретимся в этой студии. Да, согласны? Да, мало. Да, хорошо. мало. И мой последний вопрос, не могу его вам не задать. Свобода слова в российских СМИ. Не так давно в Санкт-Петербурге спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сегодня осталась единственным островком свободы для СМИ. Согласны ли вы с этим утверждением? Несомненно. Потому что я, работая
в СМИ, прекрасно понимаю, что нужно понимание одного. Нельзя, не может не может человек, к примеру, я не могу говорить все, что мне вздумается. Стоя, например, здесь, я сейчас, если начну говорить все, что мне вздумается, это может оскорбить вас, оскорбить оператора, оскорбить зрителя. Нужно четкое понимание, что мы говорим, что мы делаем и для чего. Почему я несколько раз упомянул тех, кто пытается специально дестабилизировать обстановку? Это же не просто так. Есть определенные западные структуры, которые финансируют огромное количество журналистов, изданий и так далее, которые специально работают на то, чтобы расшатать ситуацию. Но мы, тем не менее, зная это, мы работаем, свобода слова, мы рассказываем, мы показываем, мы объясняем. Мы приглашаем. Мы приглашаем, говорите. Опять же, пример, который, например, журналисты Чеченской Республики. Грубо говоря, 1200 сотрудников, пусть будет 1000. Этот каждый сотрудник из какого-то села, из какого-то района, у кого-то есть родственники. Они могут в любое время, это пример нашего министра, который очень доходчиво должен объяснить нашему зрителю вообще как. Если мы что-то рассказываем неправильно, если мы что-то недостоверно или пытаемся кого-то ввести в заблуждение, ваш родственник, мой родственник, чей-то другой родственник может спросить со своего родственника-журналиста, сказать, а зачем вы это показали? Зачем вы это делаете? Или прийти в любое время в эту студию, или позвонить. Мы всегда работаем с обратной связью, то есть с населением. Всегда добро пожаловать. И свобода СМИ России точно так же. То есть мы часть этой системы. Мы работаем для того, чтобы говорить как есть. А те, кто получают финансовые средства из-за границы, они работают для того, чтобы что-то исказить, и они же говорят, что в России нет свободы слова или свободы печати. Дипломатично. Дипломатично. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Еще раз с праздником вас. Спасибо. Удачи большое. в вашей работе. Ламале, благодарю за приглашение. Всегда рад присутствовать. Ну и всех журналистов еще раз с праздником. Всего самого наилучшего вам, телезрители, ну и всем нашим коллегам. Спасибо. Удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И директор Департамента информации и печати Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ламберт Музуров. Вы сами все слышали. Я присоединяюсь к словам поздравления нашего дорогого гостя. И добавлю лишь одно, дорогие друзья, дорогие коллеги. Не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.